Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, почему в аварии на Серова никто из водителей не считает себя виновным. Мы ехали на зеленый. Женщина вообще не смотрела на поток. И что показали съемки камеры видеонаблюдения. Один человек погиб, двое госпитализированы. Управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный водитель устроил смертельную аварию в Автограде. И покажем оглашение приговора группе, незаконно оформлявших муниципальную землю в частную собственность. Ладно, ты меня зашел снимать? Это и не только прямо сейчас. Никто не виноват. Сегодня в Казани на перекрестке улиц Серова и Восход столкнулись два автомобиля Kia и Toyota. Оба водителя заявили, что двигались на зеленый сигнал светофора, при этом обвиняли друг друга. Сергей Хайдаров был на месте происшествия и нашел записи камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент аварии. Своей вины в произошедшем никто из водителей не видел. Девушка, которая управляла Kia, рассказывает, ехала на зеленый, ничего не нарушала. Препятствие в виде Тойоты перед капотом автомобиля возникло для нее совершенно неожиданно. Мы ехали на зеленый, мы не точно даже не завершали. Мы ехали на зеленый. Он, видимо, уже в ожидании вот этого зеленого вылетел. Может, у них там, не знаю. Вот, то есть, считаете, он, да, все-таки проскочил? Конечно, вот посмотрите, вот сейчас придет ГАИ, он сразу определит. Это очень сильно удивило водителя Тойоты. Он уверен, на зеленый ехал именно он. И не один, а в потоке автомобилей. Да и удар пришелся в заднюю часть его машины. Зеленый свет поехал, весь поток, а женщина вообще не смотрела на поток. Колесо разорвало, ну и поцарапали арку колеса. Несмотря на несильный, по сути, касательный удар, автомобили получили довольно значительные повреждения. Kia полностью лишилась бампера. Остальное должна теперь выявить экспертиза. У Toyota разорвало колесо и возможны скрытые повреждения. Свидетелем всему стал сотрудник, стоящий рядом шиномонтажной мастерской. Уверяет, на красный проехала именно Kia. И в подтверждение показывает съемку камеры видеонаблюдения. Но виновата она. Светофоров на видео незаметно, но четко видно, со стороны улицы Восход все автомобили остановились и тронулся поток по улице Серова. В этот момент со стороны Восхода появляется Kia и врезается в заднее левое колесо внедорожника. Вот. Эти съемки сотрудники шиномонтажа планируют передать автоинспекторам для установления истинного виновника данного происшествия. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, «Вызов 112». В Набережных Челнах на улице Батынчука в 4 часа утра произошла трагедия. Автомобиль Toyota на большой скорости наехал на бордюр и перевернулся. В салоне автомобиля в момент происшествия находились 4 человека. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. В результате происшествия 26-летний пассажир скончался в салоне машины скорой помощи. Двоих пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи. Как установили автоинспекторы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1991 года рождения, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание. В Казани на проспекте Победы Volkswagen на пустой и ровной дороге не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в дорожное ограждение, едва не вылетев на трамвайные пути. Салават Мухаммадуллин узнал причины происшествия. Все произошло поздно ночью. Как рассказал водитель Volkswagen, если в случившемся кого-то винить, то только его самого. Это моя чистая ошибка, никто не подрезал. Признал свою ошибку сразу, а после добавил, что авария произошла на совершенно ровной и пустой дороге. Считает, что ему просто не повезло. Двигался по проспекту Победы в сторону улицы Губкина, как вдруг руль автомобиля неожиданно для водителя дернулся, после чего иномарку занесло, и она, задев бордюр, врезалась в дорожное ограждение. Что происходило дальше, мужчина помнит довольно смутно. Задел бордюр, машину развернуло. Автомобиль протаранил несколько отсеков дорожного ограждения. Мужчина рад, что машина не вылетела на трамвайные пути, а осталась стоять на дороге. Сам же водитель не пострадал. Правда, легковушка покинуть место произошедшего самостоятельно не смогла. Понадобилась помощь эвакуатора. Теперь ее ждет дорогостоящий ремонт. Салават Мухаммадуллин, Динара Камалова, Азат Самигуллин. Вызов 112. Девушка, которую в минувшую пятницу на улице Аделя Кутуй сбил автомобиль, жива и идет на поправку. Напомним, накануне в сети появилось видео наезда на человека. Девушка переходила дорогу в неположенном месте, когда автомобили остановились на светофоре. Она не дошла до противоположной стороны дороги считанные метры. Ее сбил автомобиль, едущий по автобусной полосе. По оценкам очевидцев, его скорость была около 70 км в час. По словам мужа девушки, водитель автомобиля пообещал поддержку и девушке, и ее семье. Сейчас пострадавшая находится в больнице
больнице. Ее перевели из реанимации в общую палату. Состояние оценивается как стабильное. На данный момент ей предстоит очень сложная операция на плечевую кость, также на правую ключицу. У нее открытый дробленый перелом правой плечевой кости со смещением, перелом лопатки и ключицы со смещением и перелома ребер. На данный момент требуется операция на плечевую кость, на лопаточную кость и на ключицу. Сейчас мужчина ищет свидетелей происшествия, так как на видеокадрах с регистратора не видно самого момента наезда, а показания некоторых очевидцев расходятся с имеющейся записью. В Татарстане сотрудник МЧС в свободное от службы время спас на пожаре 2 детей. Инцидент произошел в Зеленодольске в одном из домов по улице Строителей. Евгений Гордеев, увидев, что горит балкон, немедленно бросился к очагу возгорания. Просто смотреть на это не мог. К его удивлению, дверь квартиры, где и был пожар, ему открыли 2 детей, 3 и 5 лет. Он быстро вывел детей из задымленной квартиры, отвел к соседям и вызвал пожарных. В ходе дознания было установлено, что владелец квартиры со своей женой находились на работе. В квартире оставались их старшая дочь с малолетними детьми. Примерно за 25 минут до пожара девушка пошла в магазин, оставив в квартире своих младших брата и сестру. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Поставили точку. В Нижнекамске вынесли приговор преступной группе, которая, как доказали следователи, на протяжении 1,5 лет незаконно оформляла муниципальную землю в частную собственность. В поле зрения правоохранительных органов они попали после того, как в полицию обратилась одна из потерпевших. Рамиль Шайдулин знает, какое наказание им вынес суд. Хорошо, давайте выключите. Вам никто не разрешил снимать. Родственники подсудимых были не рады приданию огласки этому делу и какие-то детали сообщать отказались. Следователи установили, группа, в которую входили 3 юриста и сотрудница Нижнекамского отдела Росреестра, незаконно оформила почти 43 гектара земельных наделов и незаконно получила за свои услуги порядка 2,5 миллионов рублей. В деле 6 эпизодов, все они были доказаны суду. Как следует из материалов дела, во всех случаях схема была примерно одинакова. Юристы находили клиентов, которые оформляли документы на землю, ставя поддельные печати. На это закрывала глаза сотрудница Росреестра и оформляла землю в собственность. В содеянном она призналась полностью, и ее дело было выделено в отдельное производство. В итоге женщину приговорили к 3,5 годам условного заключения. Остальные, несмотря на то, что были задержаны с поличным, до последнего уверяли в своей невиновности. 2 подсудимых признали свою вину полностью на стадии предварительного следствия, оказали содействие в изобличении иных лиц в совершении преступлений. В отношении них приговором Нижнекамского городского суда было избрано наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 3 года условно с испытательным сроком. Помимо этой группы, на скамье подсудимых оказались и те, кто воспользовался их услугами. В процессе судебных разбирательств из свидетелей они превратились в обвиняемых, как взяткодатели. 2 подсудимых признаны виновными в совершении самоуправства и мошенничества в крупном размере. В отношении них судом было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, лишения свободы условно. И в отношении подсудимого признано виновным в совершении самоуправства в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. В итоге реальный срок заключения получила одна фигурантка этого дела. Прямо в зале суда женщину взяли под стражу. В местах лишения свободы она пробудет 3,5 года. Рамиль Шайдулин, Наталья Лушникова, Ренат Харасов. Вызов 112. Сотрудники управления исполнения наказаний просят помощи у всех, кто может помочь установить местонахождение 54-летней Мазгутовой Анисии Гаяновны. В марте 2016 года она в квартире по улице Зурурам в Казани тайно похитила 65 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылась. Ее нашли и ровно год назад приговорили к 2 годам лишения свободы условно и к такому же испытательному сроку. В марте этого года условный срок ее заменили на реальный, но в колонию поселения она не явилась. На данный момент ее местонахождение неизвестно. На вид женщине 50-55 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров. Лицо круглое, глаза карие, нос средний прямой, губы пухлые. Всех, кто обладает информацией о разыскиваемой, сотрудники службы исполнения наказаний просят сообщать по телефону, указанному на экране. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.